Срочная переброска ядерных боеприпасов. Москва готовит удар. Украина начинает масштабную спецоперацию. Ответ будет разрушительным. Китай вдоволь поиздевался над Путиным. Игра на панических страхах главы Кремля. Случайность или намек на скорый конец. Россия поднимает истребители. Объявлен план перехват. Впервые в истории страны масштабная реформа правовой системы. Тысячам граждан аннулируют штрафы. Казнь президента? В США предъявлены официальные обвинения. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 21 мая. Четверг на календаре, а нехта в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Дарья Петрова, и мы начинаем. Режим повышенной готовности. Ракетные комплексы на позициях. Путин снова пугает мир ядерным оружием, но уже с территории соседа. Минобороны РФ отчиталась, что ядерные боеприпасы доставлены в Беларусь в рамках учений. Как утверждается, мероприятия носят плановый характер. Мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Несмотря на заверения Кремля, на Западе внимательно следят за происходящим. Они знают, что если это произойдет, использование ядерного потенциала против Украины, последствия будут разрушительными. В свою очередь, Украина начинает беспрецедентную операцию на севере страны. Вооруженные силы совместно с СБУ кратно усилили меры безопасности и проводят масштабные проверки в 5 приграничных областях. Первоочередно работа соответствующих групп будет направлена на недопущение проникновения врага в районы приграничья, совершение диверсионно-террористических актов и других военных преступлений. Но Россия и не собиралась, точнее, якобы сдерживается. Как заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, Москва не использует весь свой возможный арсенал против Украины, ведь не хочет наносить чрезмерный ущерб. Однако в то, что РФ воюет в полсилы, не верят даже российские турбопатриоты. Армия Путина ежедневно теряет минимум 1000 военных, убитыми или ранеными. А единственное оружие, которое Кремль до сих пор не использовал против Украины – ядерное. А чтобы уберечь Путина от неверных решений, на помощь всегда придет стратегический партнер, или, правильнее сказать, вассал Кремля. Как оказалось, во время визита Путина в Пекин китайский лидер внезапно включил гостю отрывок произведения Чайковского «Лебединое озеро». Сложно поверить, что товарищ Си не знает о паническом страхе Путина потерять власть из-за революции или госпереворота. Китай уже многократно заявлял, что выступает против ядерной эскалации, со стороны России в том числе. По сути, лидер КНР провел мастер-класс по восточной дипломатии, без угроз и громких заявлений, просто включил нужную музыку. А вот понял ли Путин намек – вопрос открытый. А пока старший брат из Китая получает Москву, хозяин Кремля не забывает о своих, уже, наверное, бывших союзниках. РФ получила от Армении официальное уведомление о неучастии Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС, заявила представитель МИД Мария Захарова. И Путин нашел способ отомстить Еревану за сближение с ЕС и США и начал новую торговую войну. Россельхознадзор объявил о временном запрете на ввоз цветов из Армении под предлогом защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. До этого чиновники внезапно обнаружили 146 случаев заражения опасными насекомыми и бактериями армянских овощей и фруктов. Претензии появились и к армянским сырам, маслу, коньяку и даже воде. Ранее экс-министр обороны РФ Шойгу заявил о недружественных шагах Армении и высказал ряд обвинений. Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни. Как ранее выяснил The Insider, Россия направила в Ереван своих агентов ФСБ, ГРУ и СВР, чтобы не дать Пашиняну выиграть намеченные на июнь парламентские выборы. В МИД России ответили на расследование в своем неподражаемом стиле. Распространяемый в армянском медиапространстве фейковый вброс стал результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов из так называемой группы быстрого реагирования, высадившейся незадолго до этого в республике с целью дискредитации нашей страны и нанесения ущерба российско-армянским отношениям под предлогом якобы борьбы с гибридными угрозами Кремля. Видимо, после потери венгерского актива в виде Виктора Орбана, Кремль прилагает все усилия, чтобы вернуть хотя бы Ереван в свою сферу влияния.
Получится? Как думаете? Россия срочно подняла истребители. Объявлен план-перехват. Британский разведывательный самолет подвергся опасному маневру со стороны российской авиации во время полета над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании. Несмотря на эти безрассудные маневры, экипаж ВВС Великобритании благополучно завершил свою миссию. Этот инцидент отражает продолжающуюся российскую агрессию. Великобритания продолжит твердо стоять на стороне своих союзников, объединенных в защите НАТО. На момент записи Россия эти заявления пока не комментировала. США хотят казнить президента, но не своего и не действующего. Американский Минюст официально предъявил обвинение в сговоре с целью убийства граждан США в связи с нападением на 2 самолета в 1996 году экс-президенту Кубы Раулю Кастро. Мы ожидаем, что он явится сюда добровольно или будет доставлен иным способом и окажется в тюрьме. Ранее издание The New York Times писало, что США хотят похитить Кастро так же, как выкрали Николаса Мадуро. Реакция Гаваны не заставила себя ждать. Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать безрассудную военную агрессию против страны. Нет, эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Нам придется им помочь. У них нет средств к существованию, у них нет еды, у них нет электричества, у них вообще нет энергии. Но у них замечательные люди. Эскалации не будет, но есть нюанс. Авианосная ударная группа ВМС США уже вошла в Карибское море, сообщили в Южном командовании. А Белый дом опубликовал снимок, на котором изображены, цитирую, «враги Америки, нейтрализованные Трампом». Снимок кубинского лидера перечеркнут красной пометкой «Предъявлены обвинения». Мы должны поступить с ними так же, как поступили с нацистами. Устроить суд, привлечь их к ответственности и заставить заплатить за все, за всю грязь, которую они натворили на Кубе. Эти люди, на мой взгляд, более кровожадны, чем нацисты. Хуже, чем члены Хизбаллы. А я родился во время Кубинской революции 1958 года. Неужели кубинской СВО таки быть? Пишите свое мнение в комментариях. Израиль ставит людей на колени. Чиновник спровоцировал международный скандал. Власти страны задержали морскую миссию пропалестинских активистов, которая направлялась в сторону Газы. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приехал в порт Ашдода для встречи с арестованными и снял себя на их фоне. На опубликованных кадрах силовики применяют насилие к задержанным. Их ставят на колени, заламывают руки, кладут лбом в пол и заставляют слушать гимн Израиля. Вот так мы приветствуем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль. Действия министра уже осудил премьер-министр Нетаньяху, а глава МИД страны вычеркнул Бен-Гвира из лиц, представляющих Израиль. Этим позорным поступком вы намеренно нанесли ущерб государству, и это не в первый раз. Вы растратили огромные, профессиональные и успешные усилия, предпринятые многими людьми, от солдат Сахал до сотрудников Министерства иностранных дел и многих других достойных людей. Нет, вы не являетесь лицом Израиля. Не заставила себя ждать и реакция международного сообщества. США и ЕС выступили с резкой критикой министра. Глава МИД Франции назвал действия Бен-Гвира недопустимыми, а премьер Италии Джорджа Мелони потребовала извинений за такое обращение с активистами. Для объяснений были вызваны послы Израиля во Франции, Бельгии, Нидерландах, Канаде, Италии и Португалии. Украина вступает в ЕС. Внезапное заявление прозвучало из Берлина. Накануне глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал европейских партнеров поддержать ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Первым на призыв откликнулся канцлер Германии Фридрих Мерц. Он напрямую обратился к руководству организации, сообщает Шпигель. В письме к ЕС он описал идею формата, по которому Украина пока не получит полноценного членства, однако будет интегрирована в европейские институты. Статус так называемого ассоциированного члена предусматривает участие и право голоса на заседаниях Совета ЕС и Европейского Совета, постепенную интеграцию в бюджет Союза, применение статьи о взаимной обороне и помощи для предоставления дополнительных гарантий безопасности, а также место в суде организации. Мерц обосновал свою инициативу особым положением Украины как страны в состоянии войны и значительным прогрессом, достигнутым в переговорах о ее вступлении. По его словам, это предложение также призвано облегчить мирные переговоры, инициированные президентом США. Расширение ЕС – это геополитическая необходимость. Я убежден, что нам нужен новый импульс для Украины, а также для стран Западных Балкан и Молдовы. Ранее Владимир Зеленский отверг идею неполноправного членства Украины в Европейском Союзе, подчеркнув, что за столом должны сидеть равные страны.
Тысячам граждан спишут штрафы. Масштабная реформа в Казахстане. Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект об амнистии в связи с принятием новой конституции страны. Могут быть списаны штрафы на сумму в несколько миллиардов тенге, заявила депутат Снежана Имашева. Амнистия направлена на гуманизацию правонарушений, не представляющих угрозы безопасности граждан и государства. По ее словам, в основном амнистия коснется штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые не создают угрозу жизни и здоровью людей. Это будет первая административная амнистия в истории Казахстана. Законопроект планируется рассмотреть и принять до конца июня. И в завершении мы не могли не поделиться с вами видеодемонстрацией того, как Лукашенко прилетел на учения России и Беларуси и на своем примере показал, как правильно наносить ядерный удар. Зараз я вам покажу, як працює наша найновша зброя. Пюрешник. Запоминайте, это не гармата, это бульба-мобиль. На этом все. Не забывайте подписываться на канал и спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.